Друзья, всем привет! Вы на канале Коми Рыбак. Но Коми Рыбак не только ловит рыбу, Коми Рыбак еще и Коми Охотник. И в сейфе у меня достаточное количество оружия. Так, 4, наверное, гладких или 5 гладких и 2 нарезных. Вот, и сегодня я хочу показать вам один ствол из общего моего арсенала. Кто давно на канале уже, конечно же, видели его. И, зачем мы сегодня все собрались? Это, во-первых, хочу показать этот ствол и заодно проверить патроны. Идет зима, скоро весновка, скоро весна, скоро откроется охота на уток. И мы, конечно же, будем охотиться на перелетную весеннюю утку. Это одна из самых моих любимых охот. Самое любимое время года — это весновка. Просыпается природа, приходит весна, настроение на высоте. В общем, самое классное время года. Так вот, пока зима, пока глухозимье, рыба не ловится, самое время снарядить патроны. И чтобы снарядить патроны, надо выбрать лучший вариант. Вот, снарядил 3 разных патрона к этому оружию. Вот такие вот маленькие, смотрите, да, по сравнению с 12 калибром, это просто, вот такие вот карандашики, вот, маленькие латунные гильзы. Это, кстати, я приобрел ружье, так сказать, для экономии боеприпасов. Если на 12 калибр для снаряжения порох нужен 2,2 грамма, сокол, дробь 35 грамм, там 33-35 вариант всякие, то здесь для снаряжения одного патрона нам потребуется сокола всего 1 грамм и 22 грамма дроби. Практически в 2 раза мы экономим. Если с 12 мы бабахнем 1 раз, то с 32 бабахнуть можно практически 2 раза. Ну и так как у меня запас капсулей, как они называются, забыл, не живу, центробой, вот таких вот капсулей у меня есть. И покупать не надо, потому что сейчас, если покупать капсуля к пластиковым гильзам, они тоже стоят около 20 рублей. Снаряжение патрона, если все покупать, капсуль, дробь, порох, выходит в принципе так же, как и заводской патрон. 70, 80, 90, там, 100 рублей. Боеприпасы сейчас очень и очень дорогие. И в целях экономии я и купил вот это ружье. Вот такую игрушечку приобрел 2 года назад. В 25 году мы с него не стреляли. Я купил его в 24 году. И в 24 году вместе с оружием бывший хозяин передал мне все патроны, что есть. Это 50 гильз новых и где-то около 40 гильз, наверное, были снаряженные. Несколько пуль было. И где-то, наверное, около 40 патронов было снаряжены что-то соколом, что-то дымным порохом. И весной 24 года я уже пострелял, и довольно-таки неплохо. Оно у меня лежит в шалаше. С 5 зарядки, допустим, бах-бах, подранил. Я уже беру и подранка. Зачем тратить, допустим, патрон 12 калибра, когда патрон 32 также доберет подранкой. Или же, допустим, селочка, пара чирков. Зачем бахать в этого чирочка с 12 калибра, там, с расстояния, допустим, 30-35 метров, когда надо-то всего-то несколько дробин для чирочка, и просто берешь, хлоп, выстрел в 2 раза тише, во-первых, меньше шума, во-вторых, как я уже говорил вам, дроби и пороха в 2 раза меньше. Так, давайте поближе познакомимся с этим оружием. В общем, ружье называется Олень, Иж, вот. Иж олень, калибр 32 на 70 миллиметров, 1958 года. Через 2 года 70 лет ружью уже будет. Вот. Прикольное оружие. Прикольное оружие. Самый большой прикол, вы видите, 2 ствола.
Они даже не спаяны, просто вот здесь спайка и вот здесь вот спаечка, сейчас вам покажу. Вот здесь, в самом начале, вот. Все, они идут два ствола. Нижний ствол пулевой. Есть даже, как я читал в интернете, где-то там в конце ствола, что ли, там направляющий для пули, там, для придания ему вращательного движения пули. Пулелейку, кстати, мне бывший хозяин тоже отдал. Можно лить пули самому. Ну и верхний ствол это дробовой. Ну я, в принципе, с пули стрелял, я добирал подранков, потому что у меня патроны закончились, а подранки шилохвостые. Я со второго патрона попал. Есть видео на канале, конечно же. Вот. А здесь у нас вот один курочек. И типа предохранителя вот такое. Но это не просто предохранитель, а двигаешь вперед, взводишь курок, вперед двигаешь, у тебя стреляет верхний ствол. Двигаешь назад, взводишь курок, у тебя стреляет... Так. Нет. Назад это у нас получается стреляет верхний ствол, да. А вперед двигаем, у нас стреляет нижний ствол. Опа, бьет довольно-таки сильно, так что навряд ли будут у нас осечки. Назад. Назад. Верхний ствол. Назад, верхний ствол. Вперед, нижний ствол. Ну, взводишь, двигаешь вперед. Нет, двигаешь вперед, взводишь, стреляешь. В общем, все ясно. Это поначалу непривычно, потом привыкаешь. Все-таки 2 года уже в руки не брал его. Вот. Назад. Это у нас верхний ствол. Стрелять мы будем сегодня с верхнего ствола. С верхнего ствола. Ружье легкое, прикольное. С него можно даже ходить вот осенью. Допустим, снарядил нижний ствол пулевой гильзой, сверху дробь и пошел. Взлетел рябчик, шлеп, взлетел глухарь, сел на дерево, ты с пулевого, допустим, его снял, если издалека. Пулевой летит тоже довольно так хорошо. Сегодня, кстати, тоже точно возьму еще один патрон пулевой и выстрелим обязательно с пулевого. Даже парочку можно выстрелить, проверить, как оно и что пойдет. Вот. Это коротко об этом ружье олень. Весной мы увидим его действие. Ну и вот. 3 гильзы. 3 гильзы снарядил, все 3 гильзы по-разному. Здесь у нас картонная прокладка сверху, это чтобы не запутаться. Здесь у нас, сейчас ставлю тоже съемку, я заснял конкретно для себя, ну и вам покажу тоже, чтобы не забыть. Эксперимент. 3 варианта зарядки 32 калибра в латунную гильзу. Слева порох 1 грамм, картонная прокладка, пыш-контейнер и пыш-заглушка. Сверху картонная прокладка, чтобы знать. По центру порох также 1 грамм. Сразу на порох пыш-контейнер и дробь, что там 22 грамма, и пыш-заглушка. Ну и справа порох также 1 грамм, картонная прокладка, 2 пыжа войлочных, один простой, один осаленный. Между ними тоже прокладочка картонная, дробь 22 грамма и сверху пыш-заглушка. Сейчас будем отстреливать и посмотрим, что и как пойдет, как лучше заряжать. То есть посмотрю, как лучше. В принципе, говорят, между пыш-контейнером и порохом картонную прокладку ложить не надо. Кто-то говорит надо. Вот я и попробуем оба варианта. Здесь картонки между порохом и пыш-контейнером нету. И здесь она есть. Вот. Это мы проверим. Прямо так и пихаем. Так. Раз. Два. Вот видите, удобные даже. А здесь у меня без пыш-контейнера. Порох также 1 грамм.
Далее идет картонная прокладка, обыкновенный войлочный пыж, картонная прокладка, засаленный, осаленный пыж и картонная прокладка идет. Вот две прокладочки, между ними картонные прокладочки. Также 22 грамма пороха без контейнера и пыж заглушка. Вот и патрона. Сейчас я еще возьму парочку пулевых, постреляем. И прямо сейчас выйдем мы куда-нибудь подальше в лес, на дорогу, чтобы было видно. Выберу такое место, чтобы было видно россыпь дроби. Приготовил вот такие вот 3 картонки. Нарисовал, как вы видите, уточек. Утка небольшая, 20 сантиметров всего длиной, но примерно столько, сколько она действительно видна над водой. Потому что рисовать большие, это не гусь, это утка. А мы в основном охотимся на уток. И давайте заодно посмотрим, как будет россыпь дроби. Тут, в принципе, будет видно. Но на этих картонке побольше будет вообще шикарно видно, как будет рассыпать дробь. Вот, приготовил вот такие 3 патрона, 3 картонки. Ну, художник с меня никакой, но в принципе понятно, что это уточка естественных размеров. Вот 20 сантиметров длиной, тут она сколько, сантиметров 6, наверное, по высоте, остальное у него в воде. В принципе, вот такую площадь мы и стреляем по сидячей утке. Ну, летящая утка, она немного больше, у нее тут крылья, все такое. Ну, мы стреляем так вот по такой мишени. Стрелять будем с расстояния 35 метров. Ну и посмотрим, как будет осыпать конкретно какой заряд. С контейнером, с прокладкой, с контейнером без прокладки на порох и без контейнера, просто с войлочными пыжами. Один войлочный, один осаленный. Вот. Ну и потом также попробуем пулевой выстрел. Ну что, погнали, проверим нашего оленя. Так что в глухозимье мы просто так дома не сидим, мы тоже занимаемся делами. Как говорится, готовь сани летом, телегу зимой. Вот мы и готовимся потихоньку к весновке. Сейчас у нас уже заканчивается февраль, не успеешь глазом моргнуть, март-апрель. Вот тебе и май через 2 месяца уже откроется у нас весенняя охота на уток. И мы, конечно же, должны быть к ней готовы. Поехали! Так, ну что, приехали на ровный участок дороги. Видимость где-то в сторону стрельбы около 200 метров прямая. Так что если появится на горизонте машина, стрельбу прекращаем на линии огня. Дорога здесь лесовозная, лесовозы ездят редко, но бывают. Так что выбрали такой участок, там поворот, туда не будем стрелять, а тут прямая. Сейчас мы видим. И сейчас мы проверим наши заряды, наши патроны, нашего оружия. Так, собираем ружье, нашу игрушечку. Так, тут у нас пулевые, тут у нас в первую очередь получается стреляем порох 22, порох 1 грамм, дробь 22 грамма, на порох картонная прокладка, пыш-контейнер и все. Дальше пойдет без картонной прокладки с пыш-контейнером и потом уже без пыш-контейнера, просто с войлочными пыжами. Начинаем пыш-контейнер, но между порохом и пыш-контейнером картонная прокладка. Все заряды стреляем дробовые с верхнего стола, пулевые потом. Пулевые будем стрелять с нижнего ствола. Так, ну что, одеваем камеру на голову, чтобы звук лучше был слышен. Одеваем камеру на голову. Небольшое волнение. Как поведут себя новые заряды. Так,
Все, надеюсь, видно. Все, включили камеру. Переворачиваем в ту сторону. А нет, давайте вот это наш объект стрельбы. Сейчас посчитаем. Стрелять я буду от машины, вот отсюда буду стрелять. И сейчас вам покажу для наглядности, сколько метров мы отсчитаем до наших мишеней. Поехали. Большие шаги делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 шагов. Больших шагов. Одна мишень, вторая, ну и третья мишень. 36 больших шагов. Это 35 метров как минимум. Стрелять буду стоя, без упора, без ничего, потому что, как говорится, упор нам никто в лесу не поставит. Ну что, пробуем. Так, видно, да? Все, 35 шагов. Начинаем с самой левой мишени. Так, верхний ствол это на меня. Все. Стреляем по центру. Утку не видно, но примерно я знаю как. Верхнюю часть по центру. Так, ну что, 100 раз ходить. Сразу же стреляем второй. Здесь у нас порох также 1 грамм, дробь 22 грамма, без картонной прокладки. Сразу пуш-контейнер на порох. И 22 грамма дроби. Тоже стреляем с верхнего ствола. И теперь передвигаем... Нет, не передвигаем. Все с верхнего ствола. Все, стреляем по второй мишени. По второй мишени стреляем. По уточке. 2. Ну и третий заряд у нас получается без пыш-контейнера. Просто войлочные пыжи. Также 1 грамм пороха, 22 грамма дроби. 2 пыжа войлочных, 1 простой, 1 осаленный, между ними картонные прокладки. Дробь также 22 грамма, без контейнера. И стреляем в правую мишень по нашей уточке. Все. На этом пока стрельбу закончили. Пойдемте глянем. Пойдемте глянем, какие у нас результаты. Так, сделано 3 выстрела. Сейчас посмотрим на осыпь. В идеале, конечно, было бы поставить еще и, как говорится, картон, ой, типа фанеры что-то. Но смотрим. Так, с картонной прокладкой. Вот у нас нашу утку в голову попала дробь. В голову дробь попала. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 5-я здесь под низ, 6-я. 6 дробинок. Осыпала. Вон, в принципе, как рассыпала. Дробинки пошли вот слева, как мы видим. Дробинки пошли справа. Вот такая россыпь с 35. Я так думаю, утка была бы осталась на месте. Ниже у нас тоже несколько дробин есть. И выше, я так думаю, немного тоже. В общем, где-то вот так вот рассыпала. Огромной кучности, конечно, нет. Но шалаша, я так думаю, 35 метров. Самое то. Утка, я уже думаю, осталась. Здесь у нас что?
Так, там, ну-ка, вон, с этой стороны хорошо видно, вон, дробь 5, кстати, вон, вот такая вот россыпь, утку бы попала. Тут у нас без картонной прокладки, сразу получается на пыш-контейнер. Утку у нас, кстати, рассыпалось здесь больше, там кучность картонной прокладки больше на дроби. Тут, скорее всего, россыпь, мне кажется, больше стала. Ну-ка, вон. Там кучнее пошло. Здесь эта утка у нас даже бы улетела, получается. Осыпала, вот как мы видим, вокруг утки все рассыпала. А в самой утке только вот одна дробина. В самой утке одна дробина только. Вот она, одна дробина. Вот под шею вторая, но в голову могло тоже попасть. Дробь пошла ниже, рассыпала больше. Получается, между пыш-контейнером картонную прокладку желательно все-таки ставить. Тут мы картонную прокладку не поставили, сразу на порох пыш-контейнер. Кто-то говорит, что не надо. Так что плотность выстрела получается с этим зарядом лучше. Совершенно все одинаковое, только тут между пыш-контейнером и порохом картонная прокладка, здесь ее нет. Теперь смотрим без ничего, без пыш-контейнера. Ну что я вам скажу, в голову дробь попала, в утку нет, и вот тоже все вокруг осыпало вот так вот. Осыпало без пыш-контейнера. Но кучность, мне кажется, судя вот по этому, кучность даже больше, чем с пыш-контейнером. Вон, 35 метров, как минимум, широкие шаги. Ну вот, рассыпало. Ну-ка, по снегу справа не пошло, слева не пошло. Удивительно. Без пыш-контейнера кучность больше. Больше дробин, по крайней мере, вот в этом участке. Чуть вот ниже пошло. Здесь, возможно, и рука дрогнула ниже. Вот тут вот ниже идеально вон. Несколько раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, я так думаю, утка бы здесь точно осталась тоже. Без пыш-контейнера дробин больше. Вот тенате. Почему-то я-то думал, с пластиковым контейнером будет лучше. А нет. Получается, с пластиковым контейнером раскидывает больше. Дробины, конечно, есть, но больше. Но вот здесь вот с картонной прокладкой, тут картонка поменьше, кучность тоже больше. Это имеет место быть. Тут тоже вот в утке много. В общем, между контейнером лучше ложить все-таки картонную прокладку. Ну что, теперь посмотрим, как стреляют пулевые заряды с нашего ружья. Если бы, конечно, я стрелял с МЦшки, там бы все порвало, это 100%. Но я так думаю, с шалаша дальше стрелять смысла нету. Это уже максимум, что я стреляю с шалаша. Обычно расстояние метров на 10, даже ближе, вот так вот садятся на выбор. 100% бы это все осталось. Так, поворачиваем камеру. Батарейка еще не села, пока еще нет. Ну и теперь попробуем наши пулевые заряды. Стреляем с пулевых зарядов, вот с нижнего ствола. Эти пули я сам не заряжал, это еще от старого хозяина остались, у бывшего хозяина. Предохранитель вперед. И стреляем теперь уже с нижнего ствола. Стреляем, ну вот вижу утку хорошо, слева не вижу, на вторую мишень. Вот стреляю на вторую мишень. Так, стреляю в центр утки. Так. Раз. Не вижу, если честно, куда попал. Сразу же стреляю второй, чтобы 100 раз не ходить. Сразу стреляю второй ствол.
Тоже с нижнего. Тут, ну, если бы, конечно, с упора, может быть, спусковой крючок очень чувствительный. Опа, осечка. Вот так вот. Старые патроны и старые патроны. Не-а. Осечка. Ну, не зря мы стреляем. Патрон перевернул с третьего раза. Фу, он еще и походу с дымного заряда попахивает. Так, ну все. Коми-рыбак стрельбу закончил. Пошли смотреть. Рука дрожит. Упора нет, но пойдем посмотрим, куда мы попали с пулевых зарядов. Если что-то сейчас не понравится, промах или еще что-нибудь такое, будем стрелять еще и будем стрелять с упора. Ну да, я бы здесь промазал точно. Вот оно пошло левее, одна пуля, а одной пули нет вообще. Одной пули нет вообще. Вон, как мы видим, пыж долетел до сюда. Или это от пули, или что? Пыж долетел отсюда. Вот оно, пулевое отверстие. Одна пуля, вторая пуля у нас промазала. Народ сейчас будет смеяться, что я стрелок такой. Но что есть, то есть. Вот стрелял сюда, попало левее. Так что это у нас еще... Так, я так думаю, если здесь нигде нет, это у нас пошло выше, скорее всего. Пошло выше. Я так думаю. Вон дробь летала здесь. Не знаю, найдем, не найдем. Вот она. Одна пуля ушла. Видно, вот она. Ну, это, наверное, вторая, которая вон отверстие. Сюда пошла. А куда ушла у нас первая пуля? Куда у нас ушла первая пуля? Никто этого не знает. Вон дробины. Вот. Вот у нас вторая пуля. Вторая пуля. Выше, что ли, пошла? Я не понимаю ничего. Да, скорее всего, она пошла выше. Пошла чуть выше. Что мы взяли себе на ум? То, что в следующий раз стрелять будем точно с упора, лежа, сидя, как угодно. С руки, в спешке. Стрельба из пули у нас пока хромает. Ну, что мы имеем по зарядам? Заряжать нужно или так, с картонной прокладочкой, или так, вообще без пыш-контейнера. Вот так, наверное, даже больше мне нравится. Рассыпает хорошо, кучность хорошая. Без ничего, без всякого пыш-контейнера, по старинке. Стрельба идет у нас лучше. Вон, осыпаемость. Вон, здесь хорошо очень видно, вон сколько пятерки. Даже 22 грамм пули пятерочки изрешетило полностью картонки. Я так думаю, если бы 2-3 утки рядом сидело, они бы все остались тут. Ну все, на этом мы стрельбу закончили. Что хотели, мы узнали. Как-нибудь еще с упором мы обязательно постреляем. На охоте, скорее всего, уже на весенней. Ну а пока все. Вот такая вот у нас прогулочка по зимнему лесу. Мороз сегодня у нас минус 17 градусов, морозит. Конец февраля, оттепели еще не было. Теплом весной даже и не пахнет. Снега очень много в этом году у нас. Вот такая вот природа, красота, да и только. Ну что, друзья, до новых встреч на канале Коми-Рыбак. Ну а пока
пока глухозимье, пока сидим дома, будем снаряжать патроны. Скоро весновка. Так что увидимся на канале.